день, дорогие товарищи. Мы с вами продолжаем наш проект, который так и называется «Три плацдарма в мусульманском мире». И мы продолжаем рассматривать с вами сионистский проект. Слово даем Гаилу Львовичу Ягуде. Ну, до сих пор у нас была вводная серия, различные моменты, там могли показаться эклектическими детали о, собственно, что такое сионистская идея и в чем сущностные корни противостояния. Возможно, какие-то моменты этого будем освещать отдельно. Сейчас переходим собственно, к историко-политологическому анализу. Прежде всего, изучая моменты игры сверхдержав с подстрекаемыми против исламского мира местными меньшинствами. 4 периода во взаимоотношении сионистов с британцами. Годы британского мандата. 1917-1947. Это за период, 4 периода? Я выделяю 4 периода. Вот с 17 да. 4 периода совершенно разных со своими особенностями. Первый период. Декларация Бальфора. Британцы, возбухав на сионистскую идею с подачи Хайма Вайсмана, который был патриот Великобритании большой и был ярый сионист, о том, что двигало подобными людьми, смотрите вводную серию. Кстати, именно Вайсман в 30-е годы в разговоре с британским министерством иностранных дел, когда ему сказали, что так вы что хотите привести 6 миллионов евреев в Центральной Восточной Европе, в Палестину, он сказал, да нет, мы хотим привести только избранных. А потом, выступая на сионистском конгрессе, он говорил конкретно, что ну, мы заберем кадры, которые нужны для построения того, что мы хотим, а остальные это пыль голоса, пыль изгнания, они должны смириться со своей участью и принять свою участь. Это все было бы ничего, если бы сионисты активно не препятствовали миграции евреев из Центральной Восточной Европы в 30-е годы, куда бы то ни было, кроме Палестины. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно. Одним словом, Хайм Вайсман, изобретатель, химик для британской армии, всякие ценные вещи изобрел декларация Бальфора. Сионисты обещали британцам миллионы мигрантов в Палестину в течение 10 лет. Опять-таки таких, которые будут хорошим пушечным мясом. Не ту компанию, которая приехала, мы освещали реально из Польши, когда в Польше рухнула экономика в 25 году, Алия Гробовского и т.д. Использовать в качестве плацдарма, естественно, жившее там, значит, испокон века еврейское население в Палестине, которое составляло меньшинство, религиозное в подавляющем своем большинстве, и немножко сионистов, поселившихся за считанные десятилетия до этого. Всяческая помощь сионистскому проекту, крышевание убийства политического лидера, который действовал по указанию ученых Торы, религиозной общины Палестины, Якова Дегана в 1924 году. Никто не был ни пойман, ни осужден, хотя среди, собственно, 100 тысяч евреев, которые там жили, понятно, найти убийц для британских спецслужб, для британской значит, сыскной полиции, это проблемы бы не было. Полное крышевание. Работы построения дорог, кстати, стратегических дорог в Палестине, и вот эти, значит, приезжающие сионистских, значит, пионеров отряды там получают работы, все совсем немного этих приезжающих трудиться на земле пионеров. И только спустя считанные месяцы большинство из них превращается каким-то удивительным образом функционером. К концу 20-х годов становится ясно, что сионисты блефовали. Британцы разворачивают на 180 градусов свое отношение к сионистам. Ну не на 180, на 150. Ну, это второй этап. Второй этап. Да. То есть первый этап это всяческая помощь британцев в приобретении сионистами земель, значит, максимальном там у эфенди, которые живут в Бейруте, и которые, значит, там сгоняют арабских филахов земель. То есть всяческое, но много нету, все равно много таких нету, никак. И вооруженное крышевание. Дальше начинают подниматься протесты среди арабского населения, которые, соответственно, тоже всегда находятся экстремисты. Проходят погромы еврейского населения в 1929 году.
британцы разворачиваются на 150 градусов. То есть товар не предоставлен, сионисты обманули, хрен с ними. Первым наместником, значит, сионисты, это, значит, были выкресты, но, значит, еврейского происхождения конкретно, становится главным наместником в Палестине, и потом, значит, его брат тоже занимает видную должность в британском министерстве иностранных дел, докладывая о львовской резне, которую чинила польско-фашистское воинство в 19 году. Он пишет, что было... Во Львове? Да, когда они разгромили Западную Украинскую Народную Республику, поляки, и в честь этого устроили резню евреев. Ну, а что же еще надо делать, разгромив Украинскую Республику? Вот. И, значит, он пишет, было около 500 пострадавших в результате необузданных действий польской армии, не поминая 150 убитых или около 200, так? И тут же добавляет, поляки вообще-то очень миролюбивый, благодушный народ. А его брат наместник британцев в Палестине. Вся эта декорация меняется, британцы разворачиваются, вводят четкие экономически оправданные квоты на иммиграцию в Палестину. Значит, сионисты обалдевают немного от такого поворота. Интересные взаимоотношения британцев с теми или иными группами среди сионистов. Это отдельная тема. Сейчас мы, значит, продолжаем анализ периодизации. Начинается новый этап до следующего, уже охватившего Палестину арабского восстания против интенсивной сионистской миграции. Смотрим, первый этап 17. Первый этап — полная помощь, товар не предоставлен, британцы разворачиваются на 150 градусов. Следующий этап, это было до 20 да, следующий этап включает что? Он включает приход Гитлера к власти в Германии, и, собственно, начинается колоссальное давление еврейского населения, которое видит, что, собственно же, перед ним смертельная угроза, ну, как Mein Kampf все читали, по-немецки все читали, было понятно, что уготовано, эмигрировать из стран Восточной Европы, из Германии. Сионисты нужные им кадры отбирают, прежде всего, среди немецкоязычных евреев, в Германии, Чехословакии, Австрии. Так, опять-таки, беря нужные кадры, на этот раз это те самые нужные кадры, и они активно создают поселения. На этот раз уже британцы не помогают скупать земли у сидящих в Бейруте и Фенди, поэтому идут на пустующие земли, да, начинается героическое освоение там всяких земель пустующих, пустынных и т.д., так сказать, превращают в цветущий сад. Вот. Особенно после изгнания арабского населения, тогда уже будет полный цветущий сад. Вообще надо, конечно, увековечивать память раввина Дова Берковича, который из его уст впервые прозвучало, значит, вот от человека, не там из рядов левацких движений, которые, значит, за все хорошее, за палестинских арабов и за пидорасию. Значит, понятно, что они именно за пидорасию, и все это шермование палестинской проблемы они не предлагают никаких реальных тем, да? А вот из кого-то совсем другого и здравомыслящего прозвучало, что вообще 900 было арабских поселений, собственно, в Палестине, да, и большая часть их были снесены с лица земли, и, в общем-то, это не в пустую страну поехали сионисты, тут была населенная страна, да, все чудесно, вы не в пустую страну приходили. Значит, видя такое дело, что конкретно проект, казавшийся химерическим, установления вооруженным путем и путем этнической чистки сионистского большинства в Палестине. 4 периода взаимоотношений британской администрации в Палестине и сионистского движения. И, собственно, сегодня мы будем также смотреть интересные параллели, а также разберем подробно дико бурный и страшно короткий роман Советского Союза со всемирным сионизмом, и как от этого романа родился Байструк, это самое государство Израиль, и как потом обе стороны романа просто как та собака, которая пытается рыть асфальт, скрывая следы, вычеркнули этот роман из историко-политической памяти, каждый у себя. И так мы подойдем к теме палестинской войны, проблем беженцев и этнической чистки, которую осветим в дальнейшем. Значит,
в 17 году начинается роман британцев с сионистским движением, которое, собственно, по идее британского, англиканского, идейного колонизатора, человек из идеологического милье Британии, как примерно Киплинг знаменитый, да, «Бремя белого человека» и т.д., который, значит, хотел водрузить величие англиканской веры и Британской империи и занимался в рамках подготовки к этому миссионерской деятельностью среди немецкоязычных евреев. Он и Герцель были просто созданы друг для друга. У нас сегодня много гинекологии получается, но из песни слова не выкинешь. И действительно все политологические источники называют этого самого Вильяма Гечлера или Гехлера повивальной бабкой сионизма. И вот проходит подготовительный период, начинается британский мандат. Мы подробно рассказали про эти периоды. И период, собственно говоря, четвертый, это период войны, да, мы сказали, первый это роман, второй это стычки, а третий период он был благоденствие, четвертый период переходим от благоденствия к вооруженной борьбе. Вот. Теперь тоже, что важно понимать, что политические идеи руководства, они через какие-то коэффициенты шестеренки сообразуются с настроениями масс. Они и от них питаются, и, конечно, пытаются формировать, потому что всякая правящая клика, она, в общем-то, что хочет? Она хочет власти, денег, наживы, да, удовлетворения себелюбия. Так? И таково было сионистское руководство. В годы Второй мировой войны непосредственно с британцами сотрудничали в военном плане две из трех вооруженных организаций сионистского Ишува в Палестине. И большая организация Гагана, и даже организация экстремистов, террористов Иргун Свайлюми, которая была на идеях Жаботинского создана. И тот, кто ее возглавлял, ее, собственно, командир, он в рядах британской армии отправился в рейд против вишистских сил в Сирии, чтобы выбить там вишистов, и погиб в этом бою. И осталась эта организация без головы, без атамана. Атаман этот уже приготовил, кто, Александр Степанович? Из предыдущей серии. Кто приготовил атамана нужного? Россия, Советский Союз. Ну какая Россия? НКВД. Да, НКВД непосредственно. И понимая специфику и всячески поддерживая семейные ценности, жену атамана уже направили в Палестину, когда его самого арестовали по 58-й статье. И вот Менахем Бегин, Мечислав Бегун, который отличался исключительными способностями войсковыми. Он умел писать по-польску. Армия Андерса его принимает. Ну, я могу разыграть в лицах, какие беседы проходили, может, при случае. Как объяснили шляхетным панам, что надо вот взять этого самого тщедушного Мечислава Бегуна и дать ему писать по-польску до самой Палестины. Потому что иначе может быть очень много панов, осужденных в том числе за военные преступления против белорусского народа, да, они вместо армии Андерса попадут уже в Палестину только небесную от непосильного труда или по расстрельным статьям. В общем-то, где-то так оно происходило. В начале 1944 года гремят взрывы по всей Палестине. Понятно, что окей был дан Советским Союзом. Начинается антибританская борьба. Перестройка мира. Очень чутко было советское руководство к новому моменту. Британская империя, долгожданный занепад Британской империи. Вообще подумайте, это как бы была мечта действительно всего коммунистического рабочего движения молодого, мирового, да, вот этого. И молодой советской страны британский империализм загинается. Если кому-то его было жалко, напомню, этот самый британский империализм сварганил Гитлера и варили нападение на Советский Союз, так и не сварили, но любить их было не за что. Понятно, на капиталистском холме товарищи мистеры тоже видели эти проделки Британской империи. Вот, значит, они что, разве не участвовали? На Ялтинской тире, они участвовали, но они смотрят свысока. Потому что сейчас посмотреть на Трампа. Он не участвует в поддержании фашистской хунты и всего этого. С другой стороны, он с ними говорит, и с ними о них как с псами. Да? Вот.
наметился некий такой контакт, клик такой между США и Советским Союзом. Две сверхдержавы, и Англия в занепад. Даже известна там поднаколка, как Сталин говорит, я думаю, что надо будет сразу после победы расстрелять 100 тысяч нацистов без суда. Черчилль скакивает как ужаленный, говорит, нет, господа, ну как, без суда это совсем нельзя. Рузвельт говорит, ну, значит, тогда, дорогой Джозеф, давайте сойдемся на 90 тысячах. И Черчилль понял, что его подкалывают, да? Вот, понял, что его подкалывают. Ну, типа, мы с кем воюем? Мы воюем с нацистами, чтобы их заместить, ну, как бы шутка. И они друг друга поняли. Было немножко за счет Черчилля, да, он отставал в мышлении своем. И вот этот клик, очевидно, показал Советскому Союзу, что американцы не будут против разбить Британскую империю. Очень центровое место. Палестина именно в стратегическом плане была. И именно для Британской империи тоже. В общем, это как бы та часть романа, которая была, завязка романа была крайне интересна. Мы не встретим ее освещения ни в каких аналах. Ни в сионистских, ни в советских. В советских где-то лежат расписки, которые дали и Мошесне, и Мечислав Бегун, и Ицхак Саде, как мы рассказывали, был чекистом. Там это было время без расписок, гражданская война. Начинается, но мы восстанавливаем по фактам и видим простые вещи, да? И роман переходит в вооруженную борьбу. Теперь что важно понять? Я рассказываю о событиях, чтобы люди видели ее картину вчера. Так это хорошо или плохо? Это хорошо или плохо? Ну, детские голос, сидят в песочнице. Ты за белых или за красных? А какие хорошие? Так оно было, да? В принципе, как иудейский мракобес, соответственно, я в этом плане за две вещи. Во-первых, на то, чтобы на Святой Земле максимально соблюдалась святость. И, соответственно, минимально, чтобы там стояли лапы Запада, неважно кем поставленные. И сейчас мы видим гей-парады в Святом городе. И второй момент, чтобы люди жили, и чтобы люди жили в своих домах, чтобы люди не убивали друг друга. Это главный должен быть центральный интерес. Поэтому я скептически смотрю на все, что было направлено против вот этих двух важных для всех верующих иудеев, которые там жили, моментов, и, соответственно, мусульман, которые обрабатывали свои виноградники и оливковые деревья, и кто там что, да, и пасли всякую живность спокойно в Палестине. До какой степени было благоденствие и не было противостояния между иудеями и арабами, свидетельствует то, что книжка, которую издали в Соединенных Штатах, евреи, на идиш, книжка называлась «Сейфер Шаббес», свежим следам, в 45-м и 46-м году. И там рассказы, как выглядела суббота в еврейских поселениях перед Второй мировой войной. Это страшно постигла катастрофа, ужасная гибель, всеобщее разрушение еврейских общин. И как бы вспоминали, там собраны были рассказы о субботе. Например, порт Салоники не работал в субботу. Работали хайфские террористские порты в 30-е годы. Такие были евреи, эти самые иудеи реальные, которые ушли с дымом Освенцима. Вот. И послевоенная там, значит, уже визит в Палестину. Прямо в 45 году визит в Палестину. И описывается, как там, да, процветает еврейский шум, вот, и язык иврит, неоиврит, является следующая фраза, она для нас знаковая. И опять-таки все то, что не освещают мифологизированные, значит, аналы, которые мы смотрим, оно дает реальную картину жизни. Они говорят, неоиврит обслуживает все потребности еврейского ишува, полная система образования, от детского сада до высшего образования технического и исследовательского. И является одним из трех равноправных языков. Правда, возможно, в некой далекой перспективе позиции неоиврита будут немножко подтеснены английским или арабским языком. Но это вопрос довольно далекого будущего. То есть мы видим, что идеи силового создания вот этого государства сионистского, да, и всеобщей резни и этнической чистки одних другими, ну и понятно, неизбежно евреями и арабов по соотношению сил, оно у людей
желавших мира, спокойствия, процветания, островкам иудейского народа в мире, которые, значит, жили и процветали после этого страшного разрушения. Это не то, что стояло в воздухе. 45-й год, это уже после вот этой затравки 44-го года, но еще до всеобщего вооруженного восстания, поднятого сионистскими формированиями против британской мандатной власти. Вот. А готовились к этнической чистке. Значит, начали массово изготавливать автомат, пистолет-пулемет Стен. Это такая дико примитивная штука, которая не обладает, скажем так, нулевой точностью и нулевой кучностью. Оружие ближнего боя, изготовленное британцами до немецких трофейных 9-миллиметровых патронов, которых у них оказалась куча в ходе войны. Вот. И британцы вооружали этим, значит, не боевые подразделения службы, местами командиров и особенно десантников для ближнего боя. Такое, значит, штука. Вот. Потом по этому пациенту немножко улучшил был изобретен пистолет-пулемет Узи, который тоже, значит, от удара начинал стрелять, а Стен конкретно начинал стрелять от удара. По нему вот малейшее сотрясение он сам начинает палить. Да. То есть страшно опасная штука, нулевая. Но он имеет такое преимущество исключительно, что вот если, скажем, ты убиваешь человека, ну, винтовочной пулей, да, или там, штурмовой винтовки, то, что сегодня называют автомат. Эта пуля, значит, входит, выходит, там, человек падает. А короткая очередь из Стена 90-миллиметровым патроном с близкого расстояния от человека летят клочья. И тот, кто видит такой момент, и когда ему ласково предлагают подниматься и идти, он как бы, ну, не раздумывает, да, ну, может, кто-то совсем тупой раздумывает. Ну, это центр тяжести. Ну, арабы это такие же, так сказать, вот семитские головы, сообразительные. И, собственно говоря, это оружие начало производиться подпольным этом. Для войны это оружие никакое. То есть противостоять арабским армиям и организованным вооруженным формированиям Ешув никак не мог без реального оружия, которое поставил кто для палестинской войны? Кто поставил? Товарищ Сталин, Красная Армия, из немецких трофеев, через Чехословакию, где, как удачно, в феврале 1948 года к власти приходят уже коммунисты,